История рукописного фонда берет свое начало с 20-х годов 20-го столетия. Наши предшественники, которые работали в Академии наук, это целое поколение ученых, они неустанно собирали этот материал. На протяжении всего 20-го столетия были неоднократные экспедиционные выезды, полевая работа, так называемая, в рамках которой вот этот материал собирался, записывался, расшифровывался, затем издавался. Практически вся устная творческая деятельность крымского народа, которая была собрана в течение 20-го столетия, хранится именно в нашем фонде. То есть фонд является культурной памятью народа? Абсолютно верно. Вы знаете, миссия фонда, она очень важна. И вы знаете, как-то интересно, до последнего времени фонд существовал и был значим, наверное, в основном для сотрудников только Академии. Но каким-то интересным образом в последнее время фонд приобретает, становится важным не только узкой академической среде, но и для более широкой аудитории. Происходит какое-то такое движение в обществе, когда возрождается интерес к истории народа, к его культуре и к его наследию. Фактически вся моя жизнь была связана с этим местом, потому что здесь у меня проработали родители, и фактически я помню Академию наук еще с самого раннего детства, когда я приходила сюда просто в эти стены. Вот. И на самом деле, когда я поступала учиться, и когда я думала о том, где бы я могла работать, каждый человек себе представляет где-то будущую специальность, будущую профессию, то я как-то всегда связывала ее с Академией наук. О чем вы мечтаете о себе? О чем я мечтаю? Честно? В рамках фонда. А вы знаете, мои мечты, они, конечно, связаны с работой, и, может быть, для кого-то эта мечта не будет являться какой-то Одна из моих таких затаенных идей, которую я для себя поставила реализовать, это, конечно, написать достойную исследовательскую работу, которую я сейчас уже начала делать. И я хочу довести ее до завершения.